В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абоев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 19 июня. По следам надежды. В республике ведутся масштабные поиски пропавшего мальчика из Ингушетии. Голос самобытности. Этот форум показал, что литература – это самый надежный проводник дружбы между народами. В Грозном стартовала конференция национальных литератур народов России. Время гор. Новые дороги, жилье, рабочие места и социальные объекты создают все условия для того, чтобы люди оставались здесь. Как год горных районов меняет жизнь в Итумкаринском муниципалитете. Внуки первого президента, герой России Ахмата Хаджи Кадырова, Хамзат, Ахмад, Али и Адам совершают малый хадж в Саудовской Аравии. Во время пребывания в лучезарной Медине и благородной Мекке они выполнили обряды умры, читали Коран и возносили искренние молитвы Аллаху. Особое место в их дуа заняла судьба 8-летнего Хизира Дербичева из Ингушетии, который пропал 15 июня. Уже несколько дней его поиски непрерывно ведут спасатели, добровольцы и неравнодушные люди. Находясь у величайших святынь ислама, паломники обратились к Всевышнему с мольбой сохранить жизнь ребенку, помочь ему поскорее вернуться домой, а также даровать терпение и силы его родным и всем участникам поисковой операции. В Сеноводском и Ачхой-Мартановском районах вдоль береговой линии проходит масштабная поисковая операция. Спасатели ищут 8-летнего Хизира Дербичева. 15 июня в ингушском Яндаре мальчика унесло сильным течением реки Сунжа. Сейчас на месте развернут оперативный штаб и организован круглосуточный пост наблюдений с прожекторами. В поисках задействованы кинологи, инженеры и операторы БПЛА. О том, как проходит поисковая операция, в репортаже Ахмеда Рамазанова. В Чеченской Республике продолжаются работы по поиску 8-летнего мальчика из Ингушетии Хизира Дербичева. В поисках участвуют десяток тысяч жителей региона, сотрудники силовых ведомств и те, кто не остался равнодушным к данному инциденту. Трое мальчишек гуляли по берегу Сунжи. Из-за прошедших накануне затяжных ливней река сильно поднялась, а течение стало критически быстрым. Один из детей оступился на скользком глинистом склоне и упал в бурлящий поток. 8-летний Хизир, проявив невероятную смелость, бросился следом, чтобы спасти друга. Юному герою удалось подплыть к товарищу и вытолкнуть его ближе к берегу, где тот сумел зацепиться за ветку. Однако самого Хизира течение в считанные секунды унесло вниз по реке. Сигнал в дежурную часть МЧС по республике Ингушетия поступил незамедлительно. Он говорит: давай, мы же мужчины, давай его спасем, мы же могли бы тоже утонуть. На место спасательной операции прибыли начальник управления МЧС по Чеченской Республике Алихан Цакаев, руководитель управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов, командир специального полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова Замит Чалаев. Они встретились с коллегами из Ингушетии, обсудили ход проведения поисково-спасательной операции и скоординировали дальнейшие действия по поиску. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова Хадякна, долларки МВД, Росгвардии, МЧС совместно Ингушетии, цигар служб долларки нагдагайтина, чё и военвол Jim Хазар босол бош илвеш авекш повеберш яка пачо уешмел условия кузасыз заватина хидава истяга авекше далма истяхмала самоеше даурдо далиман соберлоте заболжана Jim хибиодош шайг нагрузки истяю яка моссу водалаш жалеш Шайк спецтехник, шайк МВД, Росгвардии, МЧС, моссу служб подключить не хуза. ДРС хова мягкдена, вайпачна, иман соберло, искен заболчана, мола, вай ночи, алвай, диа Дагестан, вайшадек сабусо ишвошту, уешту жметя на островча. Любое время дина бусу арадило, ушавигдошту. С момента, когда Рамзан Ахматович в соцсетях увидел, что ребенок пропал в Сунже, он поставил задачу, чтобы приехали, посмотрели, чем могли, помогли. И с этого момента у нас с полка ребята там количество 200 человек ищут
чем надо помогать, помогают, и находимся тут. Каждые 2-3 часа докладываем Рамзану Ахматовичу, что у нас получилось, что у нас получается, в чем нужно там, где надо, там, с питанием, с разными, у кого люди, сюда из всех регионов приезжают, поэтому чем мы можем, помогаем. Сразу же после трагического известия по поручению главы региона Рамзана Кадырова был скоординирован оперативный штаб в Сырноводском районе. Проводится прочесывание русла Сунжи сотрудниками силовых и спасательных подразделений. С первого дня пропажи этого ребенка на территории Республики Ингушетия непосредственно этот вопрос находится под личным контролем главы Чеченской Республики, героем России Рамзана Ахматовича Кадырова. Был немедленно организован оперативный штаб по поиску пропавшего ребенка. И маршрут поиска протяженностью около 30 километров. Днем и ночью тут работают и волонтеры, и сотрудники МЧС, и сотрудники Росгвардии, и гражданские люди. Если общий взять, на территории Ингушетии около 30 километров. И на территории Чеченской Республики тоже маршрут около 30 километров. Да, Мулаха, Динам Бюзи, Дочвойлах, Году, Ваме, Дас, Тейлам Поручен, Чака, Полю, Лев, Долчан, Долна, Давимам, Собр, Лев, Реабетки, Вэлла. Также в мечетях региона в ходе пятничного джума намаза тысячи мусульман в своих дуа просили Всевышнего Аллаха о скорейшем спасении мальчика. Ночью Аллах кабардейш сюли, хаз орсах бойл, и кан плохош кахейш буцана Аллах рейсхил, да сукантана дикан стахки бойл, да размокш мешал, шидех не нахатуетил. Первый заместитель председателя правительства Республики Ингушетия Магомед Евлоев выразил искреннюю благодарность руководству и жителям Чеченской Республики за активное содействие и неоценимую помощь в поиске маленького Хизира. Сегодня у нас продолжаются 4-е сутки поиска нашего младшего Хизира. В поисках принимает участие больше 10 тысяч волонтеров. К акции поддержки нашей республики в поисках нашего младшего брата присоединились соседние республики. Хочу особенно отметить братскую Чеченскую республику, которая присоединилась огромными средствами. Все регионы оказывают посильную помощь в поиске нашего брата. В этой ситуации Чеченская республика занимает отдельную позицию. Хочу поблагодарить всех наших братьев Чеченской Республики. Пропажа нашего младшего Хизира объединила весь Кавказ. Я думаю, что по воле Всевышнего мы его обязательно найдем. Терпение родителям. Жители Чеченской Республики принимают активное участие в спасении мальчика. В Ингушетии с первого дня начали съезжаться тысячи неравнодушных добровольцев. Поиски продолжаются. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Современное состояние поэзии, прозы и драматургии обсуждают в Грозном. На конференцию национальных литератур народов Северного Кавказа, Юга России, Крыма съехались ведущие писатели, поэты, литературоведы и переводчики. Главной целью встречи – анализ современного состояния национальных литератур и сохранение уникального языкового многообразия. Репортаж Медины Мударовой. Спустя ровно 50 лет чеченская столица вновь принимает главный литературный сбор юга страны. В далеком 1976 году на аналогичной встрече выдающиеся советские писатели во главе с Сергеем Михалковым определяли контуры развития национальной словесности. Среди почетных гостей форума есть те, кто лично принимал участие в той исторической конференции. То, что Грозный выбран площадкой для проведения первого этапа конференции, это и признание заслуг нашего главы, в том числе и в области литературы, и признание заслуг наших литераторов. И я с удовольствием узнал, что при отборе материала на «Альманах», который выйдет по итогам работы окружной конференции,
чеченская литература оценивалась как очень достойно представленная. На сегодняшний день эта живая связь поколений ощущается особенно остро. Более 50 известных прозаиков, поэтов, переводчиков и критиков из разных регионов России приехали в Грозный, чтобы обсудить будущее отечественной литературы. С приветственным словом выступил ответственный секретарь секретариата правления Союза писателей России Николай Иванов. В каждодневной работе на благо страны и людей Союз писателей России стал своеобразной таблицей Менделеева, где каждый на своем месте и при этом дополняет друг друга, создавая единое пространство. Необходимость в таком масштабном анализе назрела давно. После распада Советского Союза единая система мониторинга продвижения лучших произведений в стране практически перестала существовать. Многие таланты были вынуждены отойти на дальний план и уступить активным, но при этом неспособным деятелям. Сегодня Союз писателей России ставит перед собой амбициозную задачу. Литература – это единственная смыслообразующая дисциплина вообще в составе культуры. О музыке, даже самой гениальной, пишут писатели, надо писать словами. О полотнах художников надо писать словами. Обо всем. Нет другого инструментария у нас. Далее работа конференции развернулась в аудиториях по направлениям поэзии, прозы и художественного перевода. А задача у рецензента – взять и привлечь внимание к книге, которую издали. Неважно как. Я могу ее поругать, если сильно хочу привлечь. Могу как-то похвалить, чтобы кому-то угодить. Могу как-то продвинуть, например, с издательством, чтобы был такой. Это нормальная совершенно вещь. Впечатления гостей подтверждают. Встреча в Грозном стала историческим событием. Форум помог ответить на многие вопросы. Поднимались все абсолютно наболевшие вопросы. А вопросов наболело очень много. И не только наболевшие, но и мы говорили и о тех достижениях литературы, которые есть на Северном Кавказе и в целом в России. Но больше, конечно, о достижениях северокавказской литературы, в частности, о достижениях чеченской литературы. Мы потому и выбрали местом проведения конференции. Почему? Потому что литературный процесс в Чечне, он в течение нескольких лет не угасает, не останавливается. Это лишь первый этап большого пути. Аналогичные конференции пройдут и в других регионах страны. Этот форум показал, что литература – это самый надежный проводник дружбы между народами. Символично, что масштабное событие посвящено памятной дате – 75-летию Ахмата Хаджи Кадырова, который всегда подчеркивал значимость национальной культуры и просвещения. Конференция в Грозном завершает свою работу, но начатый здесь диалог писателей, переводчиков и молодых исследователей обязательно продолжится на страницах новых книг. Медина Мударова, Амир Абдулхаджиев, Мовсар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. 22 июня в 12 часов 15 минут Чеченская Республика вместе со всей страной присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». В День памяти и скорби на 60 секунд приостановится привычный ритм жизни. В Грозном ключевыми точками проведения памятной акции станут центральные улицы, торгово-развлекательный центр «Грозный молл» и цветочный парк. В эту минуту прервется эфирное вещание, остановится общественный транспорт, приостановится работа предприятий и касс в торговых точках. Мэрия Грозного призывает каждого жителя и автомобилиста не оставаться в стороне, на 1 минуту отложить дела и почтить память миллионов героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Новая школа на 220 мест, многоквартирный дом и автокемпинг. В Итум-Калинском муниципалитете активно развивают инфраструктуру в рамках года горных районов. Параллельно обновляют и инженерные коммуникации. Репортаж из Высокогорья Мадины Кураевой. Это двухместный шатер, то есть есть три окошка, 3 форточки на молнии, то есть он трехместный, но мы его сейчас оформляем как двухместный. Аслан Татаев одним из первых увидел потенциал этих мест. В селении Итум-Кали на левом берегу реки Аргун он создал современный автокемпинг. Комплекс включает 13 шатров, зоны отдыха и всю необходимую инфраструктуру для комфортного пребывания гостей. Концепция нашего кемпинга, она очень проста. Мы рассчитываем здесь принимать и встречать несколько категорий любителей отдыха. Это любители, которые путешествуют на своих автомобилях, люди, которые приезжают сюда на один день, то есть со своей семьей, либо с друзьями, либо самому. И вот этот однодневный отдых, то есть не так, чтобы он приехал и занимался только, скажем так, шашлыком, мясом, и потом не знал, куда себя деть. Чтобы все это сопровождалось и прекрасной кухней,
и там дневным сном, чтобы это в лесу очень хорошо отдыхается. Вот такая вот концепция была. У нас отдельная зона, это зона с номерами для комфортного проживания, чтобы человек, который приехал сюда либо с маленьким ребенком, либо с пожилым человеком, чтобы полноценный гостиничный номер. Развитие туристических проектов является частью масштабной работы по преобразованию горных территорий. Глава региона Рамзан Кадыров объявил 2026 годом горных районов и развития малого и среднего предпринимательства. И уже сегодня в Итумкалинском районе эта инициатива получает конкретное воплощение. У нас не только развивается туризм, но и сельское хозяйство, и социалка тоже, естественно, не остается в стороне. Идет поддержка именно малого и среднего предпринимательства. Недавно тоже запустили кофейню возле реки Аргон, тоже очень красивое место. Строится детский сад на 60 мест в селе Ведучи. Также капитальный ремонт проходит главная артерия, это автодорога, федеральная автодорога, которая идет на Ведучи. Ближе к осени ожидается завершение капитального ремонта. Также до сих пор у нас в районе не было центрального водоснабжения. У нас строится центральное водоснабжение в районе. Не менее важная работа проводится энергетиками. Специалисты модернизируют линии электропередач, что позволяет повысить надежность электроснабжения как для жителей, так и для новых объектов бизнеса и социальной сферы. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» возводится школа на 220 ученических мест. Современное здание с площадью свыше 4000 квадратных метров позволит решить проблему нехватки мест и создать комфортные условия для обучения. 80% объекты не люблю. Ну, по плану, по проекту, по срокам объект облицовки, это уже наружный шаг, что-то фасадный облицовка. Материал все есть, сейчас начинаем до конца, если так было, вот холодами березня сразу фасад было. Не остается без внимания и спортивная инфраструктура. В Итумкали создана современная зона для выполнения нормативов площадью более 300 квадратных метров. Развитие района невозможно без решения жилищных вопросов. На улице Ахмата Хаджи Кадырова строится новый многоквартирный дом. В нем разместятся 16 квартир и 6 коммерческих помещений. При этом 11 квартир будут предоставлены семьям, проживающим в оползневых зонах. Хочу отдельно отметить работу регионального общественного фонда имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Фонд оказывает колоссальную помощь для наших жителей, именно остро нуждающихся, малоимущих жителей, в плане финансовой помощи, продуктовой помощи, жилья, лечения, естественно. То есть без помощи фонда мы бы не справились бы. Вот. От себя лично и от лица всех жителей Итумкалинского района хочу поблагодарить главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за то, что он 2026 год объявил именно годом горных районов и развития малого и среднего предпринимательства. Для нас это очень ценно. Вот. Также хочу поблагодарить за все то, что он делает для нашего муниципалитета, для наших жителей. Хотелось бы выразить слова благодарности и признательности президенту фонда Аймай Насировне Кадыровой. Ценберти Кюкцахович, самет Кюшец, Кумах Кахилца Ариенсе, Нудала, Итонка Кваштач, Эстендон, Ценберти Кюкхоч, Именно так, шаг за шагом, меняется облик одного из самых красивых районов Чеченской Республики, который хранит в себе необычайную красоту природы и богатые исторические памятники. В муниципалитете насчитывается 32 села, объединенных в 13 сельских поселений. Еще недавно многие жители уезжали из горных районов в поисках более комфортных условий. Сегодня ситуация меняется. Новые дороги, жилье, рабочие места и социальные объекты создают все условия для того, чтобы люди оставались здесь, работали и строили свое будущее на родной земле. Мадина Кураева, Илисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. За первые 3 месяца этого года жители гости республики совершили около 6 миллионов покупок по QR-кодам. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма таких транзакций превысила 7 миллиардов рублей. Как сообщили в Чеченском отделении Банка России, популярность бесконтактной оплаты растет благодаря развитию платежной инфраструктуры. Все больше торговых точек поддерживают современные способы оплаты, делая расчеты быстрыми и удобными. Мы видим, что трансформация платежных привычек граждан продолжается. В магазинах, кафе и ресторанах люди все чаще отдают предпочтение платежам через QR-код. Интересно, что банкоматов в регионе стало немногим больше, а вот количество терминалов для бесконтактной оплаты
выросло почти в 2 раза. Сейчас их уже около 11 тысяч. Часы упорного труда, целеустремленность и интерес к науке выпускник Грозненской лингвистической школы Эмидин Лобазанов сдал ЕГЭ по химии на максимальные 100 баллов. Этот результат открывает перед ним двери в лучшие вузы страны. В самой школе гордятся своим талантливым воспитанником, подчеркивая, высший балл не случайность, а закономерный итог кропотливой работы. О том, как 100-бальник готовился к экзамену, в репортаже Дени Хамидова. Максимальный результат по химии стал первым в Чеченской Республике в рамках экзаменационной кампании этого года и подтвердил высокий уровень подготовки школьника. Эмидин признается, что любовь к точной науке возникла с 8 класса. Упорный труд и желание знать все об этом сложном предмете помогли ему в подготовке. На самом деле я часто опускал руки, но меня мотивировал мой любимый репетитор Фатима Германовна из 28-й школы. Мы с ней очень много занимались, очень много практиковались. С ней мне было приятно заниматься. Также с моим нынешним учителем Лизой Зимихановной тоже мы много практиковались, было много интересного. Они меня поддерживали и заставляли идти дальше. Также мой директор Исмаил Анзурович тоже направлял меня, поддерживал и подбирал очень подходящие слова. За высоким потенциалом стоят месяцы упорного труда, дисциплины и целеустремленность. По словам педагогов, Эмидин всегда проявлял интерес к предмету, ответственно подходил к учебе и стремился углублять свои знания далеко за пределами школьной программы. Результат – это итог долгой работы, кропотливой работы, поддержки, взаимного понимания. Также хотела отметить, что успех ученика – это есть не только его успех, и это есть совместный труд и репетиторов, и учителей, потому что мы идем вместе по этой дороге, помогаем ребенку и также учимся на своих же и ошибках. Лингвистическая школа имени Дишириева на протяжении 7 лет демонстрирует высокие результаты в учебной деятельности. Здесь большое внимание уделяют качеству образования, подготовке к итоговой аттестации и развитию способностей учащихся. Для нас результат 100 баллов по химии, тем более единственный результат в республике, это очень большая радость, гордость и восхищение. Это подтверждает, что в этом году мы выбрали правильную траекторию и определили верные шаги для достижения высоких результатов на едином государственном экзамене. Особую роль в достижении успеха сыграла поддержка семьи. Родители помогали выпускнику сохранять уверенность в своих силах и создавали необходимые условия для подготовки к экзаменам. Именно совместная работа ученика, педагогов и близких людей позволила добиться столь высокого результата. Эти эмоции можно описать одним словом – эйфория. Хотя это для меня не было неожиданностью, потому что он целенаправленно шел к этому с самого, можно сказать, 8 класса. Но по-прежнему, вспоминая о том дне, я улыбаюсь. 100 баллов по химии стали не только личным достижением выпускника, но и значимым событием для школы и всей системы образования республики. Впереди у Эмидина новый этап – поступление в вуз и реализация намеченных планов. А его результат уже стал примером того, что настойчивость, трудолюбие и вера в собственные силы помогают достигать самых высоких целей. Получить 100 баллов на ЕГЭ – задача, требующая не только глубоких знаний, но и серьезной психологической подготовки. Такой результат становится итогом большой совместной работы ученика, педагогов и родителей. Для Эмидина Лобазанова максимальный балл по химии стал заслуженной наградой за годы упорного труда. Дени Хамидов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. На большие экраны вышла комедия «Холоп 3». На этот раз Грише и его команде предстоит перевоспитать не избалованных подростков, а их родителей, супругов Вяземских, которые решили развестись. По инициативе детей семейная пара отправляется в эпоху Петра I. Морские приключения и опасности помогут им взглянуть на свою жизнь иначе. Первые отзывы о кинокартине у моей коллеги Лейлы Муртазовой. Комедия «Холоп» вновь на больших экранах. Новая часть популярной франшизы уже вышла в широкий прокат и доступна зрителям в кинотеатрах Грозного. Пистолет точно не заряжен? Заряжен. Как заряжен? Спокойно, спокойно. Sonun geldi.
Новая картина режиссера Клима Шипенко сохраняет узнаваемый стиль франшизы, сочетая юмор, зрелищные сцены и неожиданные сюжетные повороты. На этот раз в центре истории оказываются новые герои, которым предстоит пройти через непростые испытания и по-новому взглянуть на свою жизнь. Новый, то, что называется, вызов – это как перевоспитать семью, супружескую пару. Особенно интересно над этим поразмышлять и посмеяться, и поплакать, в том числе, как это будут делать их собственные дети. Ну, конечно, с помощью команды «Холопа», но, тем не менее, основными заказчиками являются они. И эта идея взбудоражила мое воображение, и дальше мы начали придумывать, писать сценарии на эту тему и выбирать эпоху. Поэтому в данном случае, собственно, новая эпоха, новые герои, это все зрители получат в наилучшем виде, с новыми декорациями. Особое внимание создатели уделили актерскому составу. Главные роли в фильме исполнили Кристина Асмус и Павел Прилучный. Их персонажи – супруги Елена и Борис Вяземские, успешные бизнесмены, которые оказываются на грани развода и готовы разрушить не только семью, но и общее дело. Именно вокруг их взаимоотношений разворачиваются основные события картины. Я согласилась на эту авантюру еще до того, как прочла сценарий, он был написан. Но, конечно, я знаю, та же банда работает, крепкие сценаристы. Клим Шипенко опять берется за эту историю. Я знала, что это будет вау. Поэтому ни тени сомнения, я освободила, расчистила максимально графики. Там за 3 месяца до, месяц после, во время, чтобы не параллелить. Я, в принципе, это не люблю. Когда ты снимаешься в такой истории, как «Холоп», все силы хочется бросить туда. После просмотра зрители отмечают легкую атмосферу фильма, динамичный сюжет и фирменный юмор, благодаря которому франшиза уже давно завоевала любовь аудитории. Отличная комедия для всей семьи, смотрится легко, сюжет не затянутый, хороший. Много запоминающихся моментов, сюжет в кинотеатре смотрелось особенно хорошо, совсем другие эмоции. Мне понравилось, что фильм сохранил дух предыдущих частей. Юмор простой, понятный, есть и трогательные моменты. После просмотра осталось хорошее впечатление, настроение. Хочу отметить, что актерский состав, они хорошо передали эмоции своих героев. Напомним, что 2 предыдущие части фильма также стали настоящими хитами и завоевали любовь миллионов зрителей. Новая часть «Холопа» идет в ежедневном прокате. Приобрести билеты можно на дневные и вечерние сеансы во всех крупных кинотеатрах Грозного. Лейла Муртазова, Моусар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте Вайнахра в социальных платформах.